У нас есть такая пословица: если когда я жив, ты меня не запомнил, не напоминал меня, не пришел ко мне, а после того, что я умер, зачем ты кричишь, зачем ты орешь? Надо при жизни ценить, уважать родителям, родными, и кого мы, как это, дорого для нас. А после того, что человек умер, бесполезно, без толка, как кричат, орать. Ой, потом, когда умирают родители, да, потом начинают плакать. Ой, так, так. Когда мой папа умер, мой старший брат сказал, что ты будь с детьми, маленькими детьми. У меня тоже маленький грудной ребенок был. Ты оставайся с детьми, ты все сделала это за папу, ты смотрела, ты это до последнего, это ты была с папой. Он умер перед тобой, ты это как это, а я читала воду, как это, напоила папу, да, последний, на последнем пути провожала папу. А похорон будет это мужчина. А я не была на похорону папы, осталась с детьми это, дома, у сестренка. Папа отвезли к брату на похороне, и меня не было. А мои это родственники, знаете, что сказали? А что за девочка такая, она не пришла на похорон, это папы. Это да, есть такие люди, что ты, если что-то не сделала бы это при жизни, надо показать, показуха, лицемерить перед людьми, что якобы плакать, орать, кричать, что папочка, ты умер, папочка, ты оставил нас, ушел. Так надо показывать, лицемерить перед людьми. А то, что я до смерти заделала, это же Аллах видел, правильно? Мы должны сделать это все, чтобы получить удовольствие Аллаха, не то, что удовольствие людьми. Как моя мама сказала, мы никогда не закроем эти рот людей. Никогда мы не закроем. Потому что это их профессия. Они всегда это критикуют. Сегодня читала в одной этой цитаты, что э, если ты будешь слушать критику, ты не можешь идти вперед. Критика всегда есть. Они будут критиковать. Они будут, как это сказать, рот, это как моя мама сказала, мы не можем закрыть рот людей. Потому что они всегда смотрят, что мы делаем. Им интересно, что мы делаем. Им интересно, как мы живем, что это, куда идем. Вот поэтому я до смерти с папой была, когда она не была на похороне, и сказала, вот, она не пришла, значит, она не любит свою папу, она не любила. Да угомонитесь, как русские говорят. Это что такое? Что за чушь несете? Аллаха не боитесь, что как это сплетничать за моей спиной, что я до смерти с папой была, а после смерти это мужчина, мой папа, да? Мужчины, они как это моют и одевают это, одевают это одежды, белые одежды. И это джаназа читает и похоронит. Это не мое дело. Мое дело до смерти, то я это смогла, успела. А если не успела, алхамдулилlah, что успела вовремя. Я всегда в жизни все вовремя я сделала. Вовремя я сделала. Вовремя я за папу, маму смотрела. Вовремя я карьеру свою создала. Вовремя я вышла замуж. Вовремя я родила ребенка. Вовремя вот это я сейчас открыла канал YouTube и вовремя снимаю видео. Не забываем ставить лайки, подписаться, пожалуйста.